Приветствую ваше собрание и рад возможности выступить и обратиться к вам. Я представляю демократическую чеченскую общественность Европы, и у нас есть к вам обращение, короткое обращение. Я зачитаю, с вашего позволения. Да, конечно. Обращение чеченской общественности Европы к пятому форуму свободной России в июне. Стремление к свободе так же естественно, как и стремление к счастью. Зрелость любого народа измеряется его веками на пути к его свободе, ибо только свобода определяет ощущение счастья в душе человека. История взаимоотношений наших двух стран, России и Чечении, являет из себя ярчайший пример противостояния свободы и рабства, духа и силы, света и тьмы. Этот горький факт многовекового конфликта, был отмечен и однозначно осужден в историческом договоре о мире между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией от 12 мая 1997 года, подписанном президентами двух стран. Это был момент, когда и россияне, и чеченцы впервые пришли к пониманию безальтернативности мира в войне. И пусть пришедшие к власти в Кремле силы реакции растоптали тот договор, но они могут убить веру и надежду в сердцах двух наших народов. Именно вера лежала в основе того, что два наших народа, даже в пламени перманентной войны, всегда находили путь к душе друг друга на основе приверженности к свободе. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Кристалкин, Солженицын. Вот неполный список выразителей совести России, черпавших воодушевление в борьбе против тирании, власти у себя в чеченском гражданском обществе. Надежда эта приобрела новое дыхание в ходе переговоров между видным представителем британского общества России Андреем Илларионовым и председателем правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым, закончившимся меморандумом о приверженности договору о мире от 12 мая 1997 года. Чеченская общественность Европы, приветствуя форум «Свободной России», понимает необходимость движения к свободе наших народов сообща на основе универсальных прав и свобод, как считали и Абдурахман Авторханов, и Джохар Дудаев, и Аслан Масхадов. Примите нашу полную поддержку в вашей борьбе против неоимперского режима Путина и знайте, что мы готовы к любой форме взаимодействия на пути освобождения наших двух народов. С уважением. Спасибо большое. Если позволите, буквально два слова. Мы предлагаем развить наше сотрудничество, наше понимание до уровня сотрудничества самого тесного на местах. Я говорю о нереализованной возможности объединить наши усилия в борьбе за свободную Россию, через которую мы понимаем, которую мы воспринимаем как движение к собственной свободе. Только через свободную Россию мы можем достичь свободной Чечении. Мы предлагаем, и я хотел бы донести до вас, что появилась острая необходимость, и с другой стороны исчезли все препятствия для того, чтобы мы объединили наши усилия на местах, и диаспора, эмиграция свободных россиян могла бы вступить в прямое сотрудничество с свободными чеченцами Европы. У нас довольно многочисленная диаспора во всех странах Европы. У нас большое количество ассоциаций, правозащитных организаций. И я считаю, что какое-то рамочное соглашение или меморандум, который мы могли бы сейчас принять, открыл бы действительно большим возможностям и для российского народа, и для чеченского. Спасибо. Спасибо.